в ад, что ли, заезжаем. Все. Хабаровский край, Югра, Курганская область, Красноярский край, Хакасия. Тысячи гектаров лесов горят по всей России. В некоторых регионах сгорели целые поселки, погибли и пострадали люди. Нанесен многомиллионный ущерб жителям страны, не говоря уже о последствиях на природу. В Ингушетии, чтобы избежать таких ЧП, нужна совместная работа спасателей, властей и населения. Опасная территория у нас 3 населенных пункта. Это сельское поселение Сагапши, сельское поселение Пседах и Инарки, прилагаешь лесным массивом. И проводим потихоньку опашку, разъясняем, что можем, в рамках закона проводим мероприятия. Пожароопасный сезон в Малгобекском районе, как и по всей республике, введен с 1 апреля и продлится он до конца октября. Нужно отметить, что это не первоапрельская шутка, а поговорка, что спички детям не игрушка, в этот период распространяется и на взрослых. По статистике, в 9 из 10 случаев причиной возникновения лесных пожаров становятся брошенные окурки, спички и незатушенные костры на пикниках. Своевременно проводится мониторинг сельских территорий. На сегодня все необходимые меры приняты, и в дальнейшем группа будет работать в своем штатном режиме, проводить своевременный осмотр территорий, мониторинг территорий и необходимые все мероприятия по утвержденному плану. Согласно требованиям пожарной безопасности, все населенные пункты должны быть оснащены средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, а также иметь необходимый запас воды для тушения. А в городах и селах, которые расположены в лесных массивах или рядом с ними, власти проводят работу, чтобы избежать переброса пожара на здания и сооружения. В основном это опашка земли. Данную опашку мы проводим в основном в осенний и весенний период времени, в пожароопасный сезон времени. Опять мы обновляли опашку в связи с тем, что в настоящее время мы находимся на окраине лесного массива. Опашка протяженностью 3 километра. По всему селу, да? Да, по всему селу. Территории, где необходимо сделать опашку, есть места, где разделяет населенный пункт с лесным массивом гравийные дороги. Там, в принципе, нет необходимости проводить опашки. Что она дает? Это минимизирует возгорание очага до прибытия пожарной службы. Где и как разводить костер, чтобы избежать лесной пожар, жителям Пседаха разъясняли на сельском сходе. Правила разведения и тушения костров должны знать и взрослые, и дети. سقيري دشوان زيان شوت أهمك خود داشون سوفودو تو سقو دينو تو ملول ديا دوش ده حما شن ساعة ده بتو hani واهر أبصنوك قير تسقو دين ملول شان قول ديا دوش ده حمدس شو ساعة ده ديا ده دوش سدوشني يا خش ده شو أشلور لي يا خش ده. В Ингушетии за последние годы не было больших лесных пожаров. В основном наблюдается поджог сухостоя летом и осенью, чего также не следует делать. Помимо опасности, что горящая трава может стать причиной большого пожара, такие действия наносят колоссальный ущерб природе. Это загрязняет атмосферу и портит плодородный слой почвы, не говоря уже о грызунах, насекомых и других микроорганизмах, которые могут погибнуть. Десятки, сотни, тысячи жизней находятся в этой почве. Она поэтому называется как среда. Она не просто под почвой лежит, там дальше грунты и прочее. Мы их не называем живой средой. А это живая среда. Поэтому пожар, соответственно, уничтожает все. Обугливается эта почва, качество его уже все. А эта же трава, если бы его скосили, оставили здесь, она могла бы превратиться в эту же самую почву. То есть его плодородие бы увеличилось этой почвы, качество его улучшилось. А так мы сожгли все. Естественно, чего можно ожидать от этого? Можно ожидать, что впоследствии пользоваться этой территорией
будет все сложнее. А в отношении тех, кто уговоры не воспринимают, в МЧС предупреждают, что будут применяться самые строгие меры наказания вплоть до уголовных дел и штрафов от 5 до 250 тысяч рублей. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.